чемпионата России из Екатеринбурга остинские дзюдоисты привезли сразу 4 призовых места. Главная золотая медаль у нашей Мадины Таймазовой. Несмотря на то, что финал для спортсменки оказался непростым, она еще раз доказала свое превосходство. Кто еще оказался на пьедестале и к каким соревнованиям сейчас готовятся спортсмены, расскажет Дана Малышева. Ни перелет в 3000 километров, ни смена часовых поясов не смогли остановить Мадину Таймазову, сильнейшую дзюдоистку России в весовой категории до 70 килограммов. Это ее первая золотая медаль на первом домашнем чемпионате. Чемпионат России всегда по срокам проводился в одни сроки с какими-то важными международными стартами, и поэтому как-то ставка больше падала у нас на международные старты, потому что они все-таки рейтинговые, они более важны для того, чтобы получить путевку на Олимпийские игры. Мало кто сомневался, самая титулованная участница турнира, бронзовый призер Олимпийских игр, привезет из Екатеринбурга золото. Финал с Диной Гизатуллиной, южноуральской дзюдоисткой, получился напряженным. В дополнительной схватке Мадина взяла тактическим преимуществом. Ты полностью сконцентрирован и понимаешь, что проигрывать нельзя. Из Северной Осетии в столицу Свердловской области отправили 18 дзюдоистов. За титул сильнейшего на российском татами в весе свыше 100 килограммов боролся Ацамас Санакоев. Для него это был первый чемпионат такого уровня. Не могу сказать, что для меня он прошел успешно, но также и не могу сказать, что я проиграл. Ведь человек, когда проигрывает, он ничего не получает, а я получил драгоценный опыт. В дзюдо Ацамас 10 лет, только и этого для победы оказалось мало. Спортсмен переехал из Красноярска. Говорит, конкуренция в Осетии серьезная, да и условия для тренировок, в том числе природные, лучше. У нашей сборной 4 медали. Золото Мадины Таймазовой, серебро у Инала Тасоева и Ирены Хубуловой. Бронза досталась Георгию Елбакиеву. Всего на чемпионате России выступили 500 дзюдоистов со всей страны. Всегда ожидаем большего. Ну, думаю, что кто насколько поработал, кто насколько серьезно отнесся к чемпионату, кто насколько вложил всю душу в подготовку и во время соревнования, наверное, то и получил. Времени на отдых у дзюдоистов нет. Сейчас под контролем главного тренера сборная собирается на первенство России, которое пройдет в Красноярске 19 ноября. Дана Малышева, Давид Битиев, Мария Котаева. Новости Осетии.